Слово для выступления предоставляется представителю Генеральной прокуратуры. Здравствуйте. Улан Шумеров, пожалуйста. Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, по существу рассматриваемого вопроса Генеральная прокуратура выражает следующую позицию. Согласно части 3 статьи 2 Закона Кыргызской Республики о внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики, законы и другие нормативные правовые акты, действующие на территории Кыргызской Республики до вступления в силу вышеназванного закона, применяются в части, не противоречащей Конституции Кыргызской Республики, в редакции вышеуказанного закона. Исходя из вышеизложенного, следует, что норма абзаца 2 статьи 4 Закона Кыргызской Республики о гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики в части принятия прокуратуры других мер прокурорского реагирования, за исключением обращения в суд, не может применяться, так как противоречит части 1 статьи 104 Конституции Кыргызской Республики, возлагающей на органы прокуратуры осуществление надзора за точным и единообразным исполнением законов органами исполнительной власти, а также другими государственными органами, перечень которых определяется конституционным законом, органами местного самоуправления и должностными лицами указанных органов, а субъектами распространения недостоверных и порочащих честь и достоинство президента являются физические и юридические лица с частной формы собственности. При этом, в соответствии с абзацем 1 статьи 4 указанного закона, президент Кыргызской Республики находится под защитой государства. Честь и достоинство президента охраняются законом. В соответствии со статьей 40 Конституции Кыргызской Республики каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, предусмотренных Конституцией, законами, международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, общепризнанными принципами и нормами международного права. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Таким правом обладает и президент Кыргызской Республики. В этой связи норма указанного закона в части обращения Генерального прокурора в суд за защитой чести и достоинства президента Кыргызской Республики соответствует части 4 статьи 104 Конституции Кыргызской Республики, возлагающей на органы прокуратуры представительство интересов гражданина или государства в суде в случаях, определенных законом. Абзац 2 статьи 4 указанного закона предусматривает обязанность обращения Генерального прокурора в суд в случаях распространения порочащих сведений. В этой связи проведение Генеральной прокуратуры проверок по фактам распространения информации, точнее недостоверных сведений о причастности президента Кыргызской Республики к совершению правонарушений также соответствует части 6 статьи 104 Конституции Кыргызской Республики. При этом Генеральный прокурор при подаче упомянутых ходатайствах исках в интересах президента Кыргызской Республики руководствовался помимо статьи 4 указанного выше закона, также частью 1 статьи 45 Гражданско-процессуального кодекса в редакции 1999 года, согласно которой прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и охраняемых законом государственных интересов. Нужно также учитывать, что в соответствии с частью 2 статьи 45 вышеназванного кодекса заявление в защиту государственных интересов могло быть предъявлено прокурором независимо от просьбы заинтересованного лица. Положением норм частей 2 и 3 статьи 16 Конституции Республики установлена обязанность государства по обеспечению всем лицам, находящимся в пределах территории и под юрисдикцией государства, прав и свобод человека, а также равенство всех перед законом и судом. Конституционный принцип равенства всех перед законом должен пониматься как требование антидискриминационного характера, предполагающий недопустимость установления в законе какого-либо различия, исключения или предпочтения, основанного на признаках пола, расы, языка, этнической принадлежности, возраста, политических и иных убеждений, а также других обстоятельств, ведущих к нарушению равенства правовых возможностей человека и гражданина в различных сферах его общественной и личной жизни. При этом равенство перед законом не исключает фактических различий и необходимости их учета. Законодатель вправе устанавливать определенные изъятия и облегчения из общего порядка для определенных субъектов в зависимости от выполняемых функций защищаемого интереса и других обстоятельств, которые, безусловно, должны быть правомерными и соразмерными общезначимым конституционным целям. В связи с чем доводы авторов ходатайств о том, что законом заложены основания для применения мер, представляющих собой ограничение прав и свобод человека и гражданина, нарушение положения части 3 статьи 20 Конституции, не обоснованы.
Как установлено оспариваемой нормой при обращении в суд от имени президента Кыргызской Республики за защиту его чести и достоинства, генеральный прокурор признается его законным представителем и пользуется всеми правами истца, ответчика, потерпевшего, предусмотренными процессуальным законодательством. При этом существующий механизм с предусмотренным законом процессуальными возможностями сторон при судопроизводстве исключает доводы о противоречии рассматриваемой нормы статье 99 Конституции, устанавливающей принцип состязательности и равноправия сторон в судопроизводстве. Согласно части 1 статьи 29 Конституции Кыргызской Республики, каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, на защиту чести и достоинства. Следовательно, основной закон государства гарантирует право на защиту чести и достоинства каждого, в том числе и президента Кыргызской Республики. Таким образом, в случаях установления по результатам проверок недостоверности сведений о совершении президентом Кыргызской Республики каких-либо правонарушений, а также распространения сведений, порочащих честь и достоинство президента Кыргызской Республики, генеральный прокурор вправе обратиться в суд от имени президента Кыргызской Республики за защиту его чести и достоинства. У вас все, да? Да. Спасибо.